Основатель и исполнительный директор платформы уйгурского движения Рушан Аббас осудила безмолвие международного сообщества по вопросу передачи уйгурских детей в китайские семьи. Рушан Аббас заявила, что мировое сообщество, которое неустанно выступает за права детей, ничего не предпринимает, когда дело касается детей уйгуров. Сегодня более 500 тысяч уйгурских детей разлучены со своими родителями и отправлены в детские дома и школы-интернаты. Такая практика не может быть принята ни одним цивилизованным обществом. На глазах всего человечества Коммунистическая партия Китая совершает геноцид и ассимиляцию уйгурского народа. Позиция международного сообщества, с молчаливого согласия которого Китай совершает эти беззакония, совершенно ошибочна, сказала Рушан Аббас. Обращаясь к выдающимся именам западного мира, ООН, артистам кино и защитникам прав детей, руководитель уйгурского движения отметила, что они и крупные медиа-организации продают человеческие ценности и свою совесть за кровавые деньги Китая. Международная комиссия США по свободе вероисповедания выступила с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв насилия на основе религиозных убеждений и призвала к судебному преследованию тех, кто нарушал права уйгуров в Восточном Туркестане. По мнению организации, международное сообщество должно привлечь виновных к ответственности и обеспечить справедливость. Весь мир должен работать сообща, привлекая виновных к ответственности, а правительства должны принять жесткие меры по недопущению геноцида и других злодеяний, сказала глава комиссии Гейл Манчини. В заявлении также отмечается, что эти преступления включают в себя массовые убийства езидов со стороны боевиков ИГИЛ, геноцид христиан, репрессии уйгуров, массовые преследования мусульман Рохинджа и христиан в Бирме. Представитель США на Тайване присоединился к президенту Цай Инвэнь на военной мемориальной службе в воскресенье, что стало новым свидетельством потепления отношений, способного усилить раздражение в Пекине. Ни директор Американского института на Тайване Уильям Брент Кристенсен, ни Цай Инвэнь не выступали на ежегодном мероприятии в память о солдатах, погибших в результате китайской бомбардировки острова Цзиньминь в 1958 году. Несмотря на отсутствие официальных связей, США являются важнейшим союзником и поставщиком оружия для Тайваня. Ранее в этом месяце Тайвань посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. В ходе визита Азар заявил, что США решительно поддерживают Тайвань. В свою очередь, Китай назвал визит Азара политическим шоу. Китайский владелец TikTok ByteDance подаст в суд на администрацию президента США в надежде обжаловать указ Трампа, запрещающий финансовые операции гражданам США с ByteDance. США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Отметив, что мобильные приложения, разработанные в Китае и принадлежащие китайским компаниям, угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США, Трамп заявил, что приложения собирают личную информацию, которую китайские власти могут использовать для шантажа и шпионажа. Протестующие против победы действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси провели демонстрации по всей стране. Тысячи людей собрались в Минске и других городах. Демонстранты, которые каждый день выходят на улицы с 9 августа, собрались на площади Независимости у здания правительства. Протестующие несли флаги страны и выкрикивали лозунги «Лукашенко, уходи». Тем временем в социальных сетях публикуются фотографии Лукашенко, на которых он изображен выходящим из приземлившегося вертолета в президентском дворце. При этом он держал автомат и был в бронежилете.